Глава Коми намерен поставить точку в вопросе сырьевого придатка. Об этом он заявил в рамках первого личного поста на платформе «Блоги БНК» по итогам недавнего большого интервью агентству Коминформ и газете «Республика». Сергей Гапликов назвал Коми территорией военно-стратегического значения, развитие которой непосредственно связано с Северным морским путем. Причем, чем больше будет создано транспортных магистралей, портов, железнодорожных маршрутов, тем важнее будет наше значение. До тех пор иной альтернативы, иначе как сырьевой, для Коми, по его мнению, нет. При этом кое-что для повышения рентабельности можно было бы сделать уже сегодня. К этому, собственно, власти призывают сейчас всех производственников. Я говорю постоянно о необходимости высокого передела сырья. Более 50% переработки леса. Более 50% нужно требовать и от всех других направлений недропользования. Мы с вами говорим об инте и ее буром угле. Проблемный товар. Вот новый конкурс объявили ОГК-2 на поставку угля для Рязанской ГРЭС. Мы опять не проходим по качеству. Кто виноват? А там контракт на 3 года и объем закупки на более чем 9 миллиардов рублей. Но есть углехимия. Если бы была дорога в ближайший порт через Воркуту и Усть-Кару, приехали бы инвесторы и поставили завод по производству ПВХ или аммиака, или даже синтетического дизельного топлива. Что касается результата не через 50 лет. Я больше всех буду биться, чтобы уже в рамках столетия республики мы начали качественно улучшать транспортные и логистические возможности Коми. Чтобы строить порты. Чтобы арктический статус имели не только приполярные районы, а вся территория республики. И мы к этому шаг за шагом идем. У нас везде в республике жизнь не сахар, а климат не Сочи. Также по запросу жителей Сергей Гапликов обещал разобраться с ситуацией на Воркута-Угле, руководство которого проводит странную политику. В условиях наблюдающегося оттока населения активно нанимает приезжих из центральных регионов. А еще, как оказалось, не устраивает руководителя республики выполнение Северсталью своих социальных обязательств. Также поводом для обращения в правоохранительные органы в ближайшее время станет ситуация с ЖКХ Усинска. Тамошние бывшие чиновники могут быть замешаны в создании фирм-однодневок. Все эти факты еще предстоит перепроверить. И названа в интервью дата, с которой официально заработает новый плавательный бассейн в Микуне. Это 23 августа. Глава предупредил, что использует этот хороший повод и для того, чтобы проверить жалобы на якобы недостаточно опрятный вид города. Поэтому у местных властей еще есть время подготовиться.